Ишка, привет, Андрей. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы как на канале как-то так у Лейлы. Ну вот, мои дорогие, ночной Магаз. Магаз — это столица Ингушетии. А что ты не взяла коляску? Да, у нас коляска твоя была. Надо было взять. Башня согласия Алсенова. Мухаммед побежал. Бум, бум. На самокате. Сейчас хочется лезть сюда, прикинь, как детям холодно. Прохладно, конечно, у нас. Сегодня прохладно. А? Сейчас. Как раз тот дитя, наверное, получается. Щелобач. А что, авиапада бивает? Мухаммад, я уезжаю, пошли, что не ешь? Выборничек. А, что? Hast du mich geschafft? Вот без вода.
Kalk bir. Muhammed kalk bir. Aisha! Muhammed, usual. Так, мои дорогие, пиццы, между прочим, здесь очень вкусные. Кафе Стамбул, в городе Магаз. Да? Хамд. Привет, а? Чудоха вихать? Чудоха ведь? Долго ведь? Что ты хочешь? Палочку? Багать, заплати за палочку. На. Мухаммед. Мухаммед. Все было очень вкусно. Так, ну что, мои дорогие, вы только что посмотрели, как мы с детьми и внуками отдыхали в городе нашем Магаз. Да, вчера мы были очень уставшие, мы работали с Мадиной, делали заказ. Вечером приехала и старшая дочка Танзима, тоже немножко доработала с нами. Отправили наши заказы. Приехал сын с работы и говорит, поехали отдыхать. Повезем детей покататься на этом поезде, на машинках. Еще когда у Аишки был день рождения, он ей обещал повезти ее немножко покататься. Немножко после вот этого вот разговора я вставлю, что как мы отмечали день рождения нашей Аишки. А сейчас просто я подключилась, чтобы вам объяснить.
выключается телефон, очистила то, что не нужно, убрала. Значит, вы только что видели, как мы отпраздновали день рождения нашей Аиши. И немножко расскажу вам, что было до этого дня рождения. Короче, Мадина говорит еще за 2 недели, по-моему, до дня рождения, что Аишка распределила, кому что нужно покупать. Ну, мама, папа, там, тети, и по маминой линии, и по папиной линии, что должны купить. А я и старший сын мой, Багаудин, нам сказано сделать сюрприз. Она, ну, а мама с Вотей сделает мне сюрприз. Но мы с Вотей думали, что же ей подарить, что же, какой же ей сюрприз сделать. Вы знаете, игрушек, всего у нее навалом. Даже не знали, что ей подарить, потому что мы ей уже дарили кухню детскую со всей посудой, дарили дешевую, подешевле, которая была помладше, теперь подарили подороже. Короче, у нее кукол огромное количество, всего много. Даже Мадина говорит, пожалуйста, не покупайте эти игрушки, у меня дом, квартира вся завалена игрушками. Мы, когда Аишке был годик, мы приглашали медведя, Мишку, ну, аниматора к ней на день рождения. Тогда, конечно, она ничего этого не понимала. Ну и мы решили, я говорю, давай пригласим и сейчас и Мишку, пускай немножко порадуется. Теперь-то она хоть понимает, хоть знает, что это такое. Вот. И может быть, я вот сейчас это сказала, может быть, я вот после того, я же еще ролик не монтировала, поставлю хотя бы фотографию с тем Мишкой, когда Аишке был годик. Аишка у нас любимица, как вы знаете. Во-первых, она у нас единственная внучка. Внуки есть, а внучки не было. Ну и по многим другим обстоятельствам получается, что она любимая пока. Сегодня не буду об этом говорить. Кто со мной давно знает почему. И вот, короче говоря, вот такой вот мы ей сделали сюрприз. Пригласили аниматора. Честно признаюсь, этим аниматором я не была довольна. Сначала я хотела просто бесплатно ее прорекламировать. Но потом как-то все действия Мишки мне не очень понравились. Поэтому рекламу этому Мишке я не буду делать, ни платную, ни бесплатную. Вот так вот, мои дорогие. И, ну, немножко, наверное, скажу, почему я не успеваю выпускать, почему все это так происходит. Да, как я вам сказала, что работа, ну, многие скажут, что у всех работа. Но у меня так получается такая работа, что, в принципе, иногда приходится и за полночь работать. Мои девочки, которые со мной в личке общаются, это знают. И вот как раз как я поранила руку, обе девочки были у меня. И обе говорят, мама, мы теперь знаем, почему ты не успеваешь всегда делать там заказы, или почему там бывает что-то, где-то беспорядок. Потому что, ну, действительно, друзья, я себя не оправдываю, ничего, конечно, я могу и не работать, но раз набрала заказчиков, мне пока не хочется их отпускать. Может быть, не знаю, друзья, может быть, я расширю производство, может быть, возьму работницу, посмотрим. Но не все получается, не всегда получается так, как мы хотим. Я сейчас с вами делюсь, как своими родными и близкими людьми. Я это поняла, знаете, то, что действительно интересно, то, что вы хотите знать. Я даже думаю, ну что я буду снимать иногда, да, ну что снимать, ну что снимать. А потом, вы знаете, не то, что вот подруги, которые со мной, мои сестрички, которые у нас в этой группе, у нас отдельная группа, вы об этом знаете, а просто подписчицы, которые редко пишут, которые иногда часто пишут, без группы, просто так. Они пишут и интересуются, как дела, могут написать каждый день, могут через день, через два. И это значит, действительно, я как-то подумала, может быть, ну, сами мне тоже напишите об этом. Если даже и вот мне даже пишется, если даже не интересно, если даже ты просто будешь заказы показывать свои каждый день, свои заказы, нам интересно, пожалуйста, выходи на связь. Я не лицемерю, девочки, не хочу там превысить свою значимость или еще что-то, не знаю, некоторые комментарии были написаны, конечно, неприятные, как бы вам сказать, не то, что неприятные, а мне кажется, они меня не касаются просто. Может быть, люди так подумали, я ничего не говорю, значит, это моя ошибка, может быть, я как-то подала себя с другой точки зрения, то есть с другого ракурса можно сказать, что обо мне подумали по-другому. Если что, я приношу свои извинения.
Я, в принципе, осталась такой, как я. Может быть, конечно, люди по-любому меняются. Во-первых, приходит опыт работы, а это работа. YouTube — это огромная работа. Да? И вот когда я несколько комментариев, несколько роликов смотрела, вот я смотрю, у нас свет включают, выключают. Сегодня уже 5-й раз. Сейчас, правда, не выключили, видимо, стабилизатор показывает L, значит, вообще даже вытянуть нечего со сети. Рецепты от души смотрю. Мне нравится эта женщина. Хотя я ни одного рецепта по ее рецепту, ни одного блюда не готовила. Но все равно мы же смотрим, да. Я просто даже смотрю некоторые каналы, просто чтобы был опыт ведения канала, чтобы смотреть для разнообразия, что-то перенять, что-то посмотреть. Вот несколько роликов в последнее время я ее смотрю, она тоже пишет, что... Ну, она тоже говорит, что там ее хейтеры не оставляют в покое или что-то другое. Но я к чему? Вот она тоже говорит, что блогерство — это сложная работа. Да, друзья, вот, кто сам не поварился в этом, можно сказать, в этой каше, просто не понимает, что это очень сложно. Это сложно, это по времени очень растратно. Да, когда раньше я вот так вот на заказы не работала сильно, у меня было время. Было время и по дому что-то сделать, и канал вести, и снимать, и стараться, и рецепты показывать, и нет-нет какие-то заказы делать. Но это были редкие заказы, и у меня это все удавалось. А сейчас уже в день и по 2, и по 3, и по 4 заказа иногда бывает, а полуфабриката вообще я не успеваю делать. Поэтому, машалла, чтобы они у меня были пока, я не хочу пока, чтобы у меня не было заказчиков. И вот поэтому я не успеваю. Во-первых, возраст, конечно, как раньше, я не энергичная, устаю. Раньше я никогда бы в жизни не легла, не помыв посуду там, или не легла бы никогда в жизни, не убрав постиранное белье, постиранные вещи. А сейчас у меня постиранные вещи в кресле могут лежать и 3, и 4, и 5 дней, потому что я просто физически и не успеваю, и устаю, и я уже ложусь как никакая. Да, вы скажете, не делайте этого, не идти на износ или что. Вот именно, чтобы не идти на износ, я оставляю то, что можно оставить, понимаете? Чтобы у меня не была перегрузка. Да, я поработала сегодня хорошо, я остального ничего не делаю, могу просто лечь и отдохнуть. Иногда, конечно, бывает перегрузка. Вот, и каждый день, вот этот почти месяц, который я не снимаю, вот все, завтра начну снимать, все. Только подготовлюсь, позвонили, нужно сделать заказ. Заказ отправила, думаю, ну сейчас приберусь, опять начну и что-нибудь да поснимаю, хотя бы разговорное что-то выпущу. Опять звонок, опять заказ. А нет заказов, то свадьбы, то похороны, то надо больного навестить. И вот так вот каждый раз, и уже раз пошла неделя вторая, а потом уже все, ты просто не можешь начать. Это как будто бы ты начинаешь заново. Вот для меня, да, вот я не знаю, как для других блогеров, если меня недели 2-3 не было, это как будто бы я в первый раз начинаю опять вести влог. Вот, немножко вам объяснила, что и как, и почему меня нет, потому что я комментарии читаю, хоть и не отвечаю. Опять-таки, простите меня, конечно, нужно отвечать на комментарии. Я понимаю это, но у меня просто физически нет на это времени. Прочитать я читаю, все читаю позже, раньше, но читаю, потому что они приходят в творческую студию, я в творческой студии их читаю. Иногда, конечно, быстренько раз кому-то отвечу. Я приношу еще раз большие извинения, свои огромные извинения за то, что я не отвечаю на ваши комментарии, но вы знаете, что я их читаю. Ну, вот такой вот авральный режим жизни у меня получился. Так получилось. Не так, как я начинала, да, может быть, поэтому кое-кто и пишет, что не так, что я изменилась, что еще что-то, да, у меня жизнь тоже изменилась. И последнее время, если честно, у меня некоторые бывают неприятности. Сами знаете, когда у тебя на душе скребут кошки, тоже не хочется ни с кем общаться, ни с кем делиться, тем более выходить на связь. Поэтому вот такие вот причины, почему меня не было в творческой студии. Есть почулила, почему вы пропрали, что все ли у вас нормально, все ли у вас хорошо. Еще раз приношу свои извинения и
сказать, что каждый день, я уже несколько раз это говорила, что вот все, я постараюсь каждый день снимать. Нет, я сейчас не буду этого обещать, потому что я не люблю не выполнять свои обещания. Как получится, так и буду снимать. Постараюсь, по крайней мере. Очень хочется войти в то русло, которое было раньше. И как я говорю, YouTube это очень сложная вещь, потому что хоть и монтирует мне сын, да, вот, но для того, чтобы он сделал монтаж, мне нужно просмотреть все, что я сняла. Например, если у меня выходит получасовой ролик, этот ролик может сниматься и час, и 1,5 часа. И это все же снимается кусочками. Иногда получается, что ты не то слово сказал, не то сделал, не так что-то лежало, не так что-то получилось. Нужно отрезать, нужно там какой-то кусочек поставить за каким-то. И для этого я пересматриваю все, что я сняла. Я просто сейчас хочу объяснить, что и как. Вот видите, выключила вентилятор, жара ужасная у нас. Градусов 35, по-моему, если не больше сегодня. И вот смотрите, это 1,5 часа я просматриваю, 1,5 часа я снимаю, да. Вот когда снимаю, тоже тратится время же. Это по-любому, ты не можешь снимать просто так. Это надо подготовиться, это надо одеться, это надо все. И потом ты просматриваешь. 1,5 часа просматриваю и пишу. Вот там, например, один кусочек у меня там минута и 20 секунд. Второй там 3 минуты 10 секунд. Это все пишется, какой за каким у меня идет. Дальше пишется, где нужно отрезать, где нужно все вместе поставить, где нужно музыку поставить, где нужно ускорить. И это все получается, я почему сейчас говорю, это уходит очень много времени, понимаете, по времени. Все эта работа сделана, я это Ибрагиму отдала, он это смонтировал, ролик сделан, ролик запущен. Опять нужно просмотреть ролик, потому что Ибрагим иногда пропускает то, что вот, ну, нельзя пропустить, да, там такой вариант, как бы черновой вариант, или там я что-то делала, но у меня не так получилось, я это переделала. Много вариантов, друзья, ой, микрофон. И опять уже полчаса, хоть готовый ролик, мне опять нужно сесть и полчаса этот ролик посмотреть. У меня было много моментов, когда Ибрагим пропускал то, что нельзя. И мне приходилось или закрывать этот ролик, или пересматривать, или, бывали такие случаи. Поэтому не посмотрев его, не пересмотрев его, отправить YouTube тоже сложно. Вот поэтому я к чему это все веду, к тому, что почему я не снимаю. Потому что из-за того, что у меня загружен мой день, я не успеваю снимать, потому что я сняла, вот да, мне надо это все, вот эту всю работу, которую я сказала сделать, выпустить ролик, а это больше, получается, полдня у меня на это ушло. Потом это все в Ютубе, потом, когда начинают идти комментарии, мне же надо эти все комментарии там читать и отвечать, это опять время, понимаете? Вот поэтому я пока и не успеваю. Может быть, если работы будет меньше, или я найму работника. Сегодня мне, правда, вот обращалась одна женщина, очень хочу работать, очень мне нравится, вышла на работу к вам, но пока я работника не хочу брать, потому что для того, чтобы был работник, мне нужно сделать отдельное помещение, мне нужно сделать условия, а это пока у меня не получается. Задумки есть, были еще с прошлого года задумки, но я как-то по ходу то меняла их, то думала, не буду работать, то опять думаю, что буду работать. Так что не знаю, еще нет никакой такой определенности. Поэтому вот так вот, почему меня не было. А так все хорошо, как обычно, все нормально. Есть приятное, есть неприятное. И по свадьбам ездила, как я уже сказала, и по похоронам. И вот последний раз, сейчас начну о руке. Прошлое воскресенье у нас было аж 2 свадьбы. Поехали на 2 свадьбы. После свадеб нам нужно было, у нас жизнь такая, что и похороны, и свадьбы. После свадьбы нам нужно было поехать на похороны. Поехали на похороны. Это родственница моей второй заловки умерла на Даугавпилсах. Туда поехали, побывали, сделали соболезнования, вышли. И моя заловка пригласила нас к себе на арбуз. Давайте поедем, ну, была жара ужасная, давайте пойдемте поедим холодного арбуза. И сейчас, если я найду этот ножичек у себя, у меня тоже такой ножик есть. Сейчас, минуточку.
Ага, весело. И, короче говоря, друзья, мы поехали, сидели, ели арбуз. Вот он, ножик. Я без очков, правда, практически ничего не вижу. Вот такой вот ножичек. Можете себе представить. И я не могу сказать, как это произошло и что это, что, как. Вот это какое-то провидение было. Честно вам скажу, я не поняла. Я нарезала себе арбуз на кубики. Хотела положить нож, и нож у меня начал падать. Я не помню, то ли этой рукой я подхватила его, то ли этой рукой. И не поняла, что произошло. Но мне кажется, что он зацепился у меня где-то за рукав. И он меня вонзился вот в это вот место и висел вот так вот. Причем капитально вонзился. Я прям вот такие неприятные ощущения были, что вот когда входит что-то в твою эту самую ладонь. Вот. Я сразу резко вытащила нож, кровь хлынула, я сжала сильно руку, и все, я ее больше не сжимала. Ну, теперь я знаю, по-моему, если честно, точно не знаю, но мне кажется, что я это сделала неправильно. Я немножко перетянули мне и здесь руку, чтобы она не сильно кровила. Но все-таки я, сжав вот так вот руку, минут, ну, нам сколько? Если спокойно нам ехать, минут 20 ехать надо было до больницы. А так мой сын, оказывается, я даже не знала, что он включил аварийку и довез меня почти за 10 минут до больницы. Я уже не знаю, я уже молилась Всевышнему, чтобы он хоть нас нормально доставил, чтобы ничего не произошло. Просила его, я говорю, ну видишь, у меня даже кровь не течет, никакой крови нет, успокойся, все нормально, я нормальная. Но потом я поняла, что, наверное, я все-таки неправильно сжала руку, потому что у меня сейчас вся рука черная. Кровь не вытекала наружу, а под кожу шла. Ну, доехав, мне, по-моему, 2 шва наложили. Рана немножко глубоковато, сказали, что немножко эти вены, там артерии нет, вены немножко порезаны. И вот, вот что произошло. Первые 2 дня со мной были обе девочки приехали, конечно, они помогали. У меня же, сами знаете, 2 дойные коровы. Девчонки помогали, коров доили. Но для них это очень сложно, потому что мои коровы, в принципе, могут доиться только мной. Мне было очень жалко, что я осталась так, потому что они молока им, конечно, они полностью не отдавали. У меня очень капризная, что первая тёлка капризная. Она даже мне не стоит, если у нее закончится корм. И у нее очень тугие дойки. А девочки их почти не доили, и им сложно было выдаивать. Они почти ведро корма съедала моя тёлка, пока они ее доили. И молока, в принципе, она не отдавала все. Но на 3-й день я уже не удержалась. Я надела перчатку и уже все делала. И коров доила, и даже заказы начала делать. Так что ничего, все уже нормально, все зажило. Сегодня я немножко намазала левомиколю, а так-то я не бинтую ее лейкопластырем только. Но сейчас просто сделала левомиколю, мазью намазала. Был сильный отек. Первые 2 дня боль была жуткая. Просто даже не болело место раны, а вот болело между 2 пальцами и отдавала в плечо. Потом на 3-й день у меня начало болеть под лопаткой против столбняка, что было сделано. Вообще, короче, такая вот канитель, друзья, не знаю. Может быть, даже было неинтересно, я вам рассказываю. Вот такие вот дела. Хотела распаковку, а получился, наверное, ролик длинный. Поэтому распаковку я покажу в отдельном ролике. То, что сегодня купила. Я просто хотела докончить ролик, выпустить его, выйти с вами на связь. Поэтому то, что я сегодня купила, покажу в следующем ролике. И еще раз огромное вам спасибо. Я благодарна вам. Я не устаю это говорить. Я благодарна вам всем, кто подписан, кто пишет, кто не пишет, кто общается со мной, кто не общается со мной, кто крайне редко заходит ко мне. Все равно я всем благодарна. У меня самые хорошие подписчики. Я вас очень всех люблю и уважаю. И прошу еще раз, чтобы вы меня простили ради Всевышнего за то, что не успеваю. Очень многие люди в WhatsApp мне писали Танзиле в Instagram: мама, говорит, тебя ищут, ты пропала. И в YouTube. Поэтому я вам очень благодарна. Я вам очень благодарна. Еще раз извините меня. Постараюсь, как смогу, постараюсь выходить на связь.
Так что я вам говорила, что мне нужно еще тут побелить, не побелить, а покрасить и убраться. Мы не успели этого еще тоже сделать. Очень много чего мне нужно сделать. У меня действительно завал всего. И в палисаднике сорняка ужасно много, даже показать стыдно. Но я все-таки вам, наверное, покажу, и мы с вами сделаем и в палисаднике уборку, и здесь побелим с вами, покрасим. Все время побелим, говорю, покрасим. И здесь приберемся. У меня нужно все сделать, все убрать. Мы вчера с Мадиной собирались сделать генеральную уборку. Только мы с ней начали, она только вынесла из холодильника все. И главное, мы с ней говорим, все, мы сегодня ни одного заказа не возьмем. Все, мы сегодня сделаем генеральную уборку, потому что ей сегодня надо было ехать домой. Она успела только помыть холодильник, когда Танзила нас попросила: маму, выручайте, нужно сделать заказ. У нее не получилось его сделать, у нее не было продуктов, а им нужно было срочно. Вот и все, вчера опять начали готовить. Только один заказ Мадины отдали, думали, ну дальше продолжим. Поступил второй заказ. И вот так вот завертелось. Вчера опять-таки не было у нас ни ремонта, ни уборки, ничего. Вот. Сегодня, правда, никакими заказами я не занималась. Сегодня уже 4 часа вечера. С утра, пока мы тут прибрались, пока я молоко просепарировала, пока сделала творог, потом поехала покупать то, что мне нужно, в упаковочное. Как раз сын приехал на пятничную молитву. С ним поехала, купила то, что мне нужно, приехала, покормила всех, посуду убрала. И вот с вами снимаю ролик. Все время прошло. Сейчас с вами этот ролик закончу, сделаю распаковочку и начну делать на заказ. У меня заказ пельмени, манты, вареники. Это один заказ. Ну, я его даже сегодня не успею сделать, потому что по количеству он большой. Еще один заказ у меня висит, тоже полуфабрикатов. Но Танзиле я сказала, пока готовые заказы я делать не буду, потому что задолженность у меня за этими полуфабрикатами. Ну, я сегодня объяснила, что я сидела с порезанной рукой, и у меня не получалось. Вот такие вот дела, друзья. И Танзила мне обещала завтра приехать, помочь доделать все-таки этот заказ, потому что люди ждут, они же не будут меня всю жизнь ждать. Но ждут, потому что, да, это моя постоянная клиентка. Она никому не ходит, она покупает только у меня. Ну все, не знаю, как получится этот ролик, что получится, понравится вам или не понравится. Пишите, напишите, пожалуйста, все, что вы думаете. Все ваши предложения напишите мне, что бы вы хотели. Вообще все, поговорите со мной. Надеюсь, я действительно войду в русло и буду снимать. Всех благ вам, друзья. Мира и благоденствия. Мяшта Ходж. Еще раз огромное вам спасибо.